В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня президент Рауль Хаджимба встретился с членами Общественной палаты. Внутриполитическая и криминогенная ситуация в стране, вопросы объединения людей, придерживающихся разных политических взглядов, и их доступ на национальное телевидение. Запретных тем на встрече не было. На открытые вопросы были даны прямые, исчерпывающие ответы, как говорится, из первых уст. Репортаж Ренаты Шакая. В начале встречи собравшиеся минутой молчания почтили память российских граждан, погибших в результате авиакатастрофы в Египте. Спасибо. Прошу всех сесть. Открывая встречу, секретарь Общественной палаты Нателла Акаба отметила, что в последнее время в стране осложнилась внутриполитическая ситуация, что вызывает у населения беспокойство. И именно этим вызвано решение членов Общественной палаты пригласить к себе главу государства. Общественная палата, на мой взгляд, это как раз подходящая площадка для такого диалога. Но могут быть, конечно, и другие площадки. Но мне кажется очень важным, чтобы власть была открыта для такого диалога. И, может быть, конечно, в обществе присутствуют разные мнения и разная оценка происходящего в стране. И я думаю, что власть открыта для таких критических высказываний. И мне бы хотелось, чтобы вот эта открытость была присуща не только президенту, а он ее проявляет, но и людям из его команды. Ситуация в Абхазии всегда характеризовалась высокой политической активностью населения, и этот факт, безусловно, заслуживает высокой оценки, отметил Рауль Хаджимба. Президент подчеркнул, что руководство страны заинтересовано в политической конкуренции и плюрализме мнения, что является важным стимулом развития государственных и общественных институтов. Глава государства подчеркнул, что руководство республики поддерживало и будет поддерживать диалог с различными политическими силами, заметив при этом, что будет общаться со всеми, кто этого хочет, и призвал всех к конструктивному разговору. Руководство Абхазии поддерживало и будет поддерживать в дальнейшем диалог с различными политическими силами. Мы осознаем свою ответственность за этот процесс и понимаем, что от него зависит стабильность в стране, в обществе. Однако мы ожидаем и ответного хода, и ответственного подхода и от наших оппонентов. Рауль Хаджимба считает необоснованными, несправедливыми и лишенными политической перспективы недавние требования оппозиции. Возникает вопрос, зачем сознательно загонять ситуацию в тупик, тем самым обостряя обстановку в стране и сужая поле для конструктивного диалога. Я не вижу в этом ни малейшей пользы для нашего общества. Глава государства поделился с членами Общественной палаты своими впечатлениями от прочтения программы партии Амцахара. Почти все, что предлагается этой партии в качестве реформ в сфере экономики, финансов, банковской системы, социальной политики, мы уже реализуем. И мы начали эти шаги. Да, они не столь уж объемны, но это начало. Фактически речь идет о том, что многое из предлагаемого партией Амцахара в обозначенных сферах не вызывает у нас никаких возражений. Наоборот, мы как раз-таки хотим, чтобы многое из того, что происходит на сегодняшний день, получало бы возможность поддержки нашего общества. Но удивляет то, что составители этой программы плохо информированы о текущей деятельности руководства и правительства Абхазии. Таким образом, можно сказать, что спор создается на пустом месте. Мы готовы поделиться этой информацией, в том числе в формате диалога. Эти вопросы, уверен, могли бы быть полноценно обсуждены в рамках политического консультативного совета, о котором мы говорили, который мы предлагали создать. Я вновь предлагаю представителям оппозиции не пренебрегать этой идеей. Касаясь социально-экономической ситуации в стране, президент назвал ее непростой. За долгие годы накопился большой объем нерешенных проблем, сказал Рауль Хаджимба, причины которых, по его мнению, в том, что не были правильно определены приоритеты развития страны. Президент выразил сожаление по поводу того, что много времени было упущено. Но у нас есть возможности для того, чтобы выстроить правильный вектор движения. И мы этим сейчас активно занимаемся. Естественно, за прошедшие годы уже сложилась определенная инерция, привычка жить за чужой счет, сформировались группы, отстаивающие свои меркантильные интересы.
продолжают работать коррупционные схемы. Это все нужно преодолевать и ломать. Порой необходимы жесткие и непопулярные решения. Мы готовы к тому, что будет сопротивление. И оно уже есть, оно нарастает. Но по-другому мы государство построить не сможем. Рауль Хаджимба рассказал членам Общественной палаты о том, что контрольная палата провела масштабную проверку различных государственных учреждений, предприятий и выявила существенные нарушения, в том числе и то, что государственные активы долгие годы работали лишь на отдельных граждан. Проверкой ряда объектов занимаются и правоохранительные органы. Всегда найдутся люди, которые будут пытаться политизировать и дискредитировать шаги, предпринимаемые властями страны, заметил президент. Я хочу, чтобы было понимание того, что мы не применяем каких-либо избирательных подходов, не проводим политических репрессий, как некоторые пытаются представить. Речь идет о наведении порядка, пресечении коррупции, выводе экономики из тени, формировании налоговой и финансовой дисциплины. И не стоит вопрос, что обязательно нужно всех попересажать. Хочется, чтобы люди поняли и осознали, что государству принадлежащие деньги должны быть возвращены к государству. В мире это практикуется. Верните, господа, все, что вы украли. И спите спокойно. Абхазия получает и будет получать помощь от России, но при этом вновь подчеркнул президент, необходимо изыскать свои возможности, подтягивать свою государственную организацию до уровня, необходимого для полноценного взаимодействия, раз уж речь идет о стратегическом партнерстве двух стран. Рауль Хаджимба призвал всех к открытому разговору. У нас нет возможности вновь дробиться внутри нашего общества, разбегаться по враждующим лагерям. Мы не можем тратить драгоценное время на дрязги и политические потрясения. Нам нужна сильная, стабильная Абхазия, которая сможет гарантировать исполнение закона, развитие экономики, справедливое распределение ресурсов, социальную защиту граждан и будет привлекательна для инвестиций. Это то, о чем многие говорят, желая сделать Абхазию лучше, красивее. Я думаю, что это наш общенациональный интерес вне зависимости от политических взглядов. Члены Общественной палаты задавали интересующих вопросы, причем запретных тем не было. Мэрит Хагушева спросила о дальнейшей судьбе гудаутских детских садов и больницы, отремонтированных, но пока не сданных в эксплуатацию. Я, насколько знаю, что детский сад уже готов. Там таких незначительных, особых таких каких-то нет для того, чтобы его не открыли сегодня. Но у меня вопрос такой. Прошел такой слушок, что якобы кто-то хочет выкупить этот детский сад, поэтому его не открывают. Насколько это правда? Вам даю слово, что подготовлено на оба детских садика 2 проектно-сметные еще документы, готовы уже. Там порядка по 10 миллионов еще нужно потратить для того, чтобы эти детские садики запустить. Деньги мы имеем, найдем эти возможности для того, чтобы они были запущены. Никакой продажи, никаких, как говорится, приватизаций по этим детским садам быть не может. Это я вас заверяю. Встреча членов Общественной палаты с президентом длилась около 2 часов. Ее участники выразили надежду, что подобного рода встречи будут регулярными. А Рауль Хаджимба вновь подчеркнул готовность обсуждать любые темы честно и открыто, с тем, чтобы общество было достоверно информировано о деятельности руководства страны. Рената Шакай, Алексей Гухава, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Полную версию встречи президента Рауля Хаджимба с членами Общественной палаты смотрите в нашем эфире завтра. На встрече в Общественной палате речь шла в частности и об итогах проверки контрольной палатой Абхазии деятельности республиканских и муниципальных унитарных предприятий. Эта тема будет продолжена сегодня в прямом эфире передачи «Хастагылу Аамта». Гости студии – министр экономики Адгур Ардзанба и аудитор контрольной палаты Беслан Торчу. На таможенном посту «Адлер» сочинской таможни начат активный ввоз сельхозпродукции из Абхазии. Наступило время мандаринового сезона. Нагрузка на автомобильный пункт пропуска «Адлер» существенно возрастает, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС России. Всего с начала октября введено более 415 тонн сельскохозяйственной продукции – фейхоа, хурмы и мандаринов, что на 213 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них мандаринов 298 тонн. При этом нормы ввоза товаров для личного пользования остались без изменений.
Ученые Абхазии и России подготовили рекомендации по защите фундука от вредителей. Издание включает описание основных вредителей и болезней фундука на Черноморском побережье России и Абхазии и способы борьбы с ними, в том числе и нового опасного вредителя фундучного усача, сообщает Апснопресс. Рекомендации подготовили Федеральное агентство научных организаций России, Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур и НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии. В Сухуми открылся международный турнир «Кубок Победы» по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов в памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Помимо нашей команды, в этом году участие в нем принимают футболисты из России, Чечни и Узбекистана. О турнире и его участниках репортаж Сарии Смар. О том, что в футбол могут играть инвалиды, знает далеко не каждый. Уже больше 20 лет спортсмены с различными категориями инвалидности создают футбольные команды по всему миру. Не стало исключением и Абхазия. В 2001 году создана сборная республиканская команда инвалидов-ампутантов, в состав которой входят люди, потерявшие конечности как во время боевых действий, так и в результате несчастных случаев. Команда принимает участие в различных турнирах и добивается неплохих результатов. Этот турнир мы вместе со спорткомитетом Абхазии, мы это Союз инвалидов России, организовали для того, чтобы, во-первых, и спортсмены из разных государств пообщались друг с другом, и в первую очередь почтить память погибших ребят. Международный турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии, традиционно проводится уже 3-й год подряд. За время существования турнира его география значительно расширилась. Команды приезжают, участники из зарубежных стран. Еще плюс будут добавляться это из Турции, из других стран. Территория мероприятия расширяется, команды увеличиваются, и плюс еще непосредственно отношение со стороны нашего руководства сегодня к спорту занимает ключевое место. В день открытия турнира на поле вышли команды из Абхазии и Узбекистана. Уже с первых минут игры стало ясно, что болельщиков ждет зрелищное событие. Опасные моменты возникали у ворот обеих команд. Не знаю, как люди смотрят на это. Мы лично для себя это, как оно, чуть нам и духа преподает, и здоровье получше, когда тренируешься. Чуть трудновато, но справляемся, думаю, потихоньку. Ребята есть, кто хорошо играет, очень хорошо. Просто с тренировками трудно, у нас проблемы со сборами, а так потихоньку вроде справляемся. Абхазские футболисты в течение всего матча пытались взять инициативу в свои руки, переломить ход игры. Но, увы, удача сегодня оказалась на стороне соперников. Уже к концу первого тайма в копилке узбекской команды было 2 забитых мяча. Несмотря на сегодняшний проигрыш, наши ребята не отчаиваются. Ведь впереди у них еще несколько встреч. А значит, есть надежда, что главный приз турнира достанется им. Сария Смыр, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 63 рубля 85 копеек, евро 70 рублей 38 копеек. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем плюс 17-19 градусов. Температура морской воды плюс 20 градусов. По Сухому малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10, днем плюс 18 градусов. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь. До встречи в эфире.